Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Главный праздник у мусульман – праздник жертвоприношения. По-другому его принято называть Курбан-Байрам или Идаль-Адха. Обычно он длится с десятых чисел по специальному мусульманскому календарю. Главная задача в этот день заключается в том, чтобы совершить обряд в виде жертвоприношения. Основоположником его по сей день принято считать пророка Ибрахима. Он был примером подражания для многих жителей. Его жизненный путь и испытания, через которые он проходил, заложили основу жертвоприношения. После проведенного обряда мертвое животное необходимо поделить на несколько ровных куска. Мясо, которое остается, раздают беднякам и готовят для знакомых и близких еду. Оставшуюся часть можно забрать домой. Совершение обряда позволяет очистить внутренний мир того человека, который совершает данный ритуал. Он как бы задабривает Аллаха и просит у него прощения за все совершенные им грехи. Курбан-Байрам – великий праздник мусульман, означающий окончание паломничества в Мекку. В гости с радостью идут с самого утра, угощения раздают незнакомому человеку. Желаем милосердными быть всегда, Аллаха в молитвах прославлять, желаем счастья и духовной силы, без проблем испытания все преодолевать. Yaklaşmakta olduğumuz Kurban Bayramı vesilesiyle ben milletime, özellikle Türk Cumhuriyetlerine, Kırgızistan'a, diğer vesaire devletlerimize de, Türk İslam alemine Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Tabii ki Kurban Пользуясь случаем, поздравляю всех мусульман с праздником Курбан-Байрамы. И, конечно, моим кыргызским братьям желаю всегда мира и любви, и пусть щедрость братьям будет вознаграждена успехом и благополучием, мир, согласие и процветание Кыргызстану. Концерты звезд оперного искусства «Тюрксой», традиционно проводимые Международной организацией тюркской культуры в разных уголках мира, состоялись в городах Призрен и Приштина в Косово. В ходе данных концертов, организованных «Тюрксой» совместно с оргкомитетом 17-го международного фестиваля «Улуслар Арасы Санатла Уянмах фестивалы», посольством и генконсульством Турции в Приштине и Призрене и прошедших 22 и 23 июня этого года выступили артисты из Казахстана, Кыргызстана, Турции, Туркменистана и Косово. У нас очень много мероприятий, непосредственно связанные с культурной интеграцией наших тюркоязычных стран. Какие могу привести примеры? Например, сейчас у нас молодежный хор Тюрксоя, который находится на Балканах, там выступает на сцене балканских стран. Молодежный хор составлен из солистов консерватории наших тюркоязычных стран. Даже из Татарстана, там, из России тоже есть солисты. С первым концертом в рамках официального открытия фестиваля оперные солисты из тюркского мира выступили на сцене здания исторической бани Гази Мехмед Паша в Призрене. Второй концерт состоялся в столице Косово, городе Приштина, на сцене Красного концертного зала Дворца молодежи.
вышеуказанных мероприятиях приняли участие министр общественного управления Республики Косово Махир Яхджилар, посол Турции в Приштине Чагры Сакар, генконсул Турции в Призрене Эйлем Алтунья, председатель оргкомитета USUF, доктор Эдхем Баймак, а также представители Института Юнуса Эмре, академических, деловых и творческих кругов страны. В ходе гастролей Казахстан представлял тенор Ерлан Джандарбай, Кыргызстан сопрано Кундуз Карпаева, Турцию Демет Гюрхан и Косово Фрида Точи. На концертах под аккомпанемент туркменского пианиста Рустама Рахмедова прозвучали оперные произведения мировой классики и тюркских композиторов. Концерты под названием «Звезды оперного искусства Тюрксой» традиционно проводятся Международной организацией тюркской культуры в разных уголках мира с целью интеграции ведущих оперных вокалистов, их творческого общения, взаимообмена опытом и установления профессиональных контактов. В этом смысле впервые в истории данных концертов с участием оперных артистов из разных стран и регионов тюркского мира состоялись гастроли на территории Республики Косово. Конечно, у нас есть тесные связи и Казахстаном, и Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном. «Золотой человек» – очень известный артефакт Казахстана, будет выставлена и в Турции, и в Европе с помощью Турксоя. И кроме этого, конечно, у нас очень разные мероприятия. У нас сборы композиторов, художников, поэтов, писателей. Очень много у нас традиционных мероприятий, которые на целый год мы организуем. И в этих рамках у нас очень много также мероприятий были составлены в городе Ош. Но самое главное, у нас будет уже заседание постоянного совета Тюрксой, намечено в ноябрь месяц в Оше. И там мы будем составлять новую программу для следующего года.
На днях мы посетили клуб Ассоциации Анкары. Это самая старая и укоренившаяся неправительственная организация Анкары. Клуб был создан в 1932 году по инициативе первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. И он является основателем Сейменлик в клубе Ассоциации Анкары. В интервью программе «Мост дружбы» на телеканале «Пирамида» генеральный директор клуба доктор Метин Озаслан отметил, что учредители данной ассоциации внесли большой вклад в историю борьбы за независимость. Temsilcisiyiz, derneğiz. 1932'den bu yana yaklaşık 90 yıllık dernek. Анкаранın şöyle bir özelliği var. Именно ассоциация Анкары с полком Сеймен торжественно встретили Мустафу Кемаля Ататюрка в Анкаре 27 декабря в 1919 году. Эта встреча в истории была написана золотыми буквами. Ассоциация, имеющая отделения в районах Анкары, осуществляет свою деятельность с целью сохранения традиционных и исторических ценностей Анкары, особенно традиции сейменов. Для этого в штаб-квартире и филиалах ассоциации проводится просвещение молодежи в области культуры и народного танца. En karanlık dönemimizde çıkardığımız olağanüstü bir liderdir, değerdir. Ülkeyi işgalden kurtarmıştır ve Cumhuriyeti kurmuştur ve bu süreçlerde bizim atalarımız olan Ankaralılar, Seymenler omuz omuza mücadele etmiştir. Наша ассоциация также является продуктивной неправительственной организацией, которая осуществляет свою деятельность во всех областях с нашими командами. Кроме того, мы проводим многочисленные симпозиумы, конференции, семинары, конгрессы, коллекции и выставки живописи как Академия Анкары. Кроме того, наша ассоциация организует международные научные, культурные и художественные мероприятия по культурным ценностям, архитектуре, природе, инфраструктуре, человеческому капиталу, экономике и другим областям. В этом контексте 5-13 октября этого года будем проводить международное мероприятие, посвященное неделе столицы Анкары, в которых примут участие коллективы из Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и нескольких европейских стран. Ankara diğer ülkeler içinde bir heyecan olmuştur. İlk ateş Ankara'da yanmıştır. Bu nedenle Ankara tüm mazlum dünyanın ve özellikle de Türk dünyasının kalbi başkenti. Biz köklü bir milletiz. Türkler olarak, Türkmenler olarak, Azeriler olarak, Özbekler olarak, Kırgızlar olarak. Наш коллектив в прошлом году побывал в братском Кыргызстане. Также мы принимали участие и на играх кочевников. Тогда нам очень понравился Кырчын. Действительно, Кыргызстан – это сказочная, завораживающая и манящая своими природными красотами страна. Его туристический потенциал огромен. Кыргызстан – это настоящий горный рай. А озеро Иссык-Куль является одной из главных популярных кыргызских достопримечательностей. Путешествие по природным и рукотворным достопримечательностям Кыргызстана сопровождается неизменным гостеприимством местных жителей, необычной кыргызской кухней, а также вековыми традициями и обычаями древнего тюркского народа. Решили почаще встречаться с коллегами из Кыргызстана и приглашать друг друга на мероприятия. Birlikte olmamız gerekiyor.
Съемочная группа Мосдружбы побывала в столице провинции Коджаили Измит, который до 1337 года назывался Никомедия. Это город на северо-западе Турции, в 85 километрах от Стамбула на берегу Черного и Мраморного морей. Расстояние от Измита до Стамбула 85 километров, до Анкары 120. Город Измит омывается Измитским заливом Мраморного моря. Он фактически расположен вокруг залива. Порты, расположенные в заливе, являются крупными транспортными узлами Турции. Через них проходит значительная часть товарооборота Турции, что обусловлено их выгодным географическим положением относительно основных морских транспортных маршрутов. Вместе с железнодорожными и автомобильными дорогами, проходящими через него, Измит является крупным логистическим центром и транспортной развязкой, соединяющей европейскую и анатолийскую части Турции, а вместе с ними Европу и Азию в целом. Большая часть города расположена вдоль берега залива. Сам город окружают высокие холмы.
Город можно условно поделить на две части. Первая – это старый город с узкими улочками и старинными зданиями, зачастую переходящими в трущобы. Вторая – новый город с его деловым центром, транспортными развязками и новостройками. Важно отметить, что город находится в зоне высокого риска землетрясений, селей, оползней и обвалов из-за окружающего его ландшафта. Одно из наиболее печально известных землетрясений в Измите произошло в 1999 году. В результате землетрясения погибли свыше 17 тысяч человек, без крова остались свыше 500 000 человек. Население провинции составляет около 2 миллионов человек. История города Измит насчитывает ни много ни мало около 5000 лет. Измит не претендует на славу туристического центра Турции. Это скорее промышленный город, но тем не менее в нем есть много достопримечательностей, которые могут быть интересны путешественникам, особенно учитывая его близость к Стамбулу. Следующие достопримечательности города Измит. Археологический и этнографический музей провинции Коджа-Или в городе Измит имеет богатую коллекцию экспонатов от периода палеолита до наших дней. Музей расположен в историческом здании 1910 года, бывшем железнодорожном вокзале Измита. Плавучий музей находится на военном корабле, пришвартованном у берега Измита. Спущенный на воду в 1946 году американский военный корабль «Эверсол» длиной 119 метров и шириной 40 метров был приобретен турецкими военно-морскими силами в 1973 году и назван TCJ Gayret D-352. В 1995 году он был списан и в настоящее время используется как музей. Часовая башня, построенная в 1901 году при султане Абдулхамиде II, городская часовая башня была отреставрирована в 2006 году, является самым главным туристическим символом города Измит. Также интересно в Измите рыбный рынок и многочисленные базары с обилием ковров по вполне доступным ценам, изготавливаемых неподалеку от Измита. Несколько мечетей и остатки христианских храмов византийской эпохи, отреставрированный дворец османской эпохи. Красивая набережная с видами на море с одной стороны и горы с другой, на которой расположены рестораны с кухней, которая зачастую значительно отличается от той, которую можно попробовать в Стамбуле. Измит – это портовый и промышленный город, поэтому хороших пляжей в нем найти практически невозможно. Многие убеждены и верят в то, что любовь к родине – это что-то само собой разумеющееся. Ведь как можно родину не любить? Любовь к земле, как к культуре своих предков – очередная подмена понятий. Даже если человек и переезжает жить в другое место, то как бы далеко он ни уехал, он никогда не забудет свою родину. Билур Ясин Ильтер родилась в Кыргызстане. Ее предки были репрессированы в 1944 году из Грузии Ахыска по Шалыгы в Среднюю Азию. До сих пор, несмотря на то, что она не видела годы репрессии, по рассказу родителей всегда вспоминает о родине предков. Билур долгие годы работала на своем фермерском хозяйстве. Она постоянно проводила тренинги по изготовлению масломолочных продуктов по Кыргызстану. Она принимала активное участие в социально-культурном мероприятии района, а также диаспор. Билур Ясин Ильтер по семейным обстоятельствам переехала жить в Турцию. Во время встречи она была очень взволнована. Ностальгия по родным краям явно чувствовалась на лице Билура. Ведь, как говорится, трепетное чувство к родине есть в сердце каждого человека. Недаром существует высказывание «Родина-мать». Только вдали от родной земли ты почувствуешь, как сильно ее любишь. Любовь к родине не зависит от того, бедна она или богата, красива или невзрачна.
любовь эта вырастает в человеке. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы всю жизнь жили в Кыргызстане, так? Всю свою сознательную жизнь прожили там. Да. А сегодня вы уже перешли по семейным обстоятельствам, переехали жить в Турцию на постоянное место жительства. Скажите, что вы можете говорить о Кыргызстане, о своей жизни, о своей деятельности? Кыргызстан моя родина, я там родилась. Всю сознательную училась там, работала там. Очень много друзей, родственников, близких. И по работе. Создала фермерское, знакомых очень много. Создала фермерское хозяйство. Где вы жили? В каком регионе Кыргызстана? Кыргызстан, Чуйская область, Аламединский район, село Воронцовка. Сейчас называют Таштюбе. Наверняка у вас остались соседи, знакомые. Конечно, конечно. Ну там друзья. Что очень много. Перечислить их, вот по имену можете перечислить. Хорошие, очень хорошие люди. Это Зина, которая была директором школы, учила моих внуков. Они получили образование высшее, уже замуж вышли. И по соседству мы жили. Токтогулов Алик, муж, напротив жили. Очень порядочные люди. И дети прекрасные, и девочки, дочки уже все замужем, внуки есть. Очень Мелис, тоже Сажида. Очень много хороших людей. Потом по ферме Натальченко Александр, Натальченко Наталья, прям близко для общения. Не покупай, говорит, дом, а покупай соседей. Почему говорят? Сосед – это дороже всего. Самый близкий. Самый близкий, да, ближе родственников. Очень много людей. Министерство сельского хозяйства. Очень много там порядочных. Помогали, подсказывали на правильный путь. Вот так иди, лучше будет, вот так лучше. Давайте мы вам поможем, кредитами поможем. Чем могли. Потом первые трактора китайские, когда пошли, меня пригласили. Сразу 2 трактора дали. Еще Чуйская область. Вы сначала расскажите о своей деятельности. Где вы работали, что вам дали 2 трактора? В 99, ну, я работала и в больнице я работала. В Воронцовке это восстановительный центр. С дня открытия. Очень много врачей, очень много медсестер, близкие товарищи по работе. И в хорошие дни, и горе было. Делились мы радостью и горем. Вот. Потом в 99 году открыли хозяйство, когда все это распало, Союз распал, ну, всем достались там. Своей предпринимательской деятельности. Да, в 99 году в честь Сабины я назвала хозяйство. Сабина? Это моя внучка, старшего сына, дочка. Вот. Открыли фермерское хозяйство. Сабина. Параллельно и земли, и ферму. 7-8 видов сыр делали. И сноху научила, и дочка научилась. Потом нас возили в Орскую область, Джалабадскую область, уже ездили, учили наших кыргызстанских, которые они, да, тренинг проводили по всем районам, по всем областям. И спрашивают, Эджи, как? Вообще бесплатно, да? Как, вам ничего не дают? Я говорю, учитесь. Все спрашивали. Они, оказывается, в отдаленных районах сливки возьмут, сметану, а вот обратно молоко, который самый хороший сыр, они выливали. Телята, говорит, напьются, выливали в воду. Очень много. Дочка ездила и в Джалабадскую область, и в Орскую область, в Нарынскую область. Очень красиво и хорошо встречали. Тренинга по производителю сыра. Да, брынза, да, брынза. И чечель, тельпейнали диеллер. Несколько видов. Сулугуни делали. А скажите, пожалуйста, вы, насколько нам известно, конечно, вам будет трудно ответить на этот вопрос, но все-таки мы обязаны как бы своей семейной жизнью тоже нашим телезрителям, чтобы они знали. Вы остались очень рано вдовой, к сожалению. Расскажите об этом, как это случилось?
Ой, как тяжело это вспоминать, но раз задали, придется отвечать. У меня муж погиб очень молодой. Я осталась с 3 крошками маленькими, они отца даже не знают. Так, по фотографии. Но родственная связь у меня осталась. Остались, вырастили своих детей. Да, 3 детей, женились, замуж, 9 внуков. Аллах ярдамина с Божьей помощью подняли, воспитали, хорошие внуки у меня, внучки. Потом судьба закинула, ну, это тоже судьба, наверное. Но я не жалею. Я не жалею. В Турцию, да. Замуж вышли, семейное гнездо создали. Да. Ну, у вас там в Кыргызстане остались семья, сын. 2 сына, внуки большие, уже ну, скоро женятся. Внучка замужем там, в Люксембурге живет. Вот так жизнь. Ну, здесь тоже. Не забываем, мы каждый год ездим в Кыргызстан. Все мои однополчане, с которыми работала, училась, приглашают в гости. И по сей день переписываемся. Сейчас связь очень... наверное. Ну, родина, там родилась. Вот недавно, сейчас поедут 9-10 в Грузию. Но я отказалась. Я была осенью, в прошлом году, в 2018 году. Вы знаете, вот в этом году осенью будет 75 лет, как наших предков выслали из Грузии, да. И эти места плачут по нашим ахасхатуркам. Вы знаете, за 75 лет, я была 20 лет тому назад, и вот в прошлом году, как села были заброшенные, по сей день так, никакого двига нету. Вот пройдите, посмотрите, это деревня, село, вот где я живу. Дороги, лежачие полицейские, мусорка, ну все, автобусы. Каждый определенный час мы знаем, когда в Измит поедет, когда Адабазари, Сакария. Вот эта дорога в Сакарию едет, а та дорога едет в Измит. А скажите, судя по всему, вот сегодня вы готовите национальную кухню, из национальной кухни, например, хинкали, да, называется? Да, хинкали. Но, судя по всему, вы такой же образ жизни проводите, как там жили. Конечно, у нас что все... вы готовите? Перечислите, какие туры-кахыски готовят национальную Перечислите. кухню? Ну, хотя бы несколько. Ой. Среднеазиатская кухня. Вы знаете, ахасхатурки в Средней Азии жили очень много национальностей. Уйгуры, узбеки, киргизы, татары. Чин, Китай рядом же, но здесь чин называют, я привыкла уже чин говорить. И китайский фунчозу делаем, и лагман, но это уйгуры делают. Да. Потом русские блюда. Здесь я начала холодец делать. Это что такое? Я говорю, вот так, быджи делаем. Все внутренности, когда Курбан Байрами, Рамазан Байрами, жертвоприношения, здесь многие не понимают. Они прям экскаватор закапывают. Я все помыла, все это сделала, они первый раз. Вы делаете вот эту национальную среднеазиатскую кухню и угощаю своих соседей, родственников, да. Очень много блюд. Вот русский борщ, чисто натуральный борщ, мы научились от русских. Это не турецкое блюдо. Вот. Потом киргизский бешпармак. По сей день я здесь делаю. Обязательно. Не в неделю раз, месяц раз, 15 дней раз, один надо обязательно сделать. Потом кульчатай, говорит, казахлар. Тоже режем такую же лапшу. А вы сегодня что нам покажете? Покажем очень много блюд. Туры-кахыска еще что-то будете готовить? Это хинкали, бешпармак, базлама, хачапури, биши. Покажете? Покажем, да. Потом многие здесь, турки, вот которые с Грузии, они многие знают мисиринундан, чады, ягли чады. Здесь вот эти, которые немножко дальше сюда, многие не знают, что это такое. Я говорю, очень вкусная, от кукурузной, белой, желтой муки делаем гасута, куймах. Çok işler, papa, hep rahmetli nenem papa. Böyle yapardı papa, tereyağı yarım kiloyu ortasına basardı. Папа делаем. Ну, русские тоже знают это. Мамалыга называют. Они очень много блюд тоже сделали. Очень много блюд, очень много блюд. Здравствуйте, мои дорогие киргизстанцы. Вот мы сегодня собрались. Ахасхатуркларын
блюда показывать. Вот. В жизни все случается. Дорогие мои, здесь очень хорошо и красиво живется. Хорошая страна, хорошо принимают. Вот. Вот мой муж сидит рядом. Вот. Большой привет киргизстанцам, моим родным, дорогому брату Яшарбек, родным, близким. Целую всех, большой привет. Здравствуйте, дорогие телезрители! Я сама проживаю в Турции, но до 25 лет я училась и даже проработала 4 года в Бишкеке, в Кыргызстане. Вот. Потом вышла замуж, приехала в Турцию, но все-таки мы не забываем там, где мы выросли, то, что мы видели, мы продолжаем свои традиции, обычаи, не забываем национальные кухни, которые мы видели в Кыргызстане. Я хочу это продолжать здесь, для того, чтобы мои дети тоже это все видели. И, ну, конечно, чтобы они это все видели, это все надо делать, показывать, поэтому мы и дома. То есть, говорю за себя, я готовлю и киргизскую кухню, и русскую, и корейскую. Но все, что я там видела у нас в Кыргызстане, я продолжаю. Вот. И ну, сегодня мы готовим хинкал, это наше традиционное хыска блюдо. Помимо этого очень много есть других блюд. Но сегодня мы готовим то, что самое такое традиционное. Вот. И надеюсь, вам тоже понравится. Всем хочу передать привет, те, которые меня знают, не забыли. Передаю большой-большой салам своей семье, маме, папе, своим родственникам, все, кто меня знают, друзьям, с тем, с кем я работала. Всем большой привет, всему Кыргызстану, салам передаю. Белора Ханым, знаете, что мы сегодня здесь из-за программы «Мост Дружба», которая проходит на телеканале «Пирамида». И, естественно, у вас есть свои пожелания для своих знакомых, соседей, друзей, которые остались в Кыргызстане. Пожалуйста. Министерство сельского хозяйства, я их не забываю. Очень много они мне помогли, внимание сделали. Вместо одного трактора 2 выделили. Один внутри фермы, чтобы раздавал корм. Другой большой, значит, Т-25 маленький и Т-90 сильный, мощный. Дела не забывается. Не забывается, конечно. Все кабинеты, все эти товарищи перед глазами. Может, многие уже на пенсию ушли, дай Бог им здоровья, сağlıklı ömür versin Allah, жақсылық görsünler. Потом Кубаныч оğlum vardır. Benim oğlum Ökül Ата называют по-киргизски. Всегда он приглашает, как поеду, он всегда внимание, хотя и работы много. Жоқ апа, бізге келін, төрде отырун, қызмет қылабыз. Мелис балам бар, Сажидайнан, кызы Айджана, она здесь тоже вот 2 сезона приезжает, привыкла уже, турецкий чисто говорит, так научилась. Джанара тоже, Канычкенен Динараның кызы. Тоже люблю, уважаю. Они мне как дочки, как внучки, понимаете? Выросли у меня. Вы говорите по-кыргызски, пожалуйста. Передайте свои пожелания на кыргызском. Забыли, да, кыргызский? Нет, не забыла. Пожалуйста. Бүтбарна чон рахмат. Алла ömür versin, жақсылық көргілі. Құдай Қырғызстанымда гүлдөп кетсін. Жаманшылық болбосын. Бүтбарыбыз түрк туғандар, қырғыз туғандар, қазақ туғандар. Жақсылық болсын. Орта Азиям гүлдөп кетсін, гүл açıp кетсін. Бүтбарыза чон салам. Сағлық өмір бүтбарына. Аман қалын, жақсылық айланайын. Бүтбарызы сүйем, өпім.